Площадка перед мемориалом памяти погибших в борьбе с терроризмом заполнена. Здесь собрались все представители власти, духовенства и общественности Чеченской Республики. Все они пришли отметить знаменательную дату в истории чеченского народа – восстановление Чечено-Ингушской АССР в составе РСФСР. По указу главы региона ежегодно 9 января отмечается как День торжества справедливости. Приветственный адрес от Рамзана Хаджи Кадырова зачитал председатель парламента Магомед Даудов. Сегодня мы отмечаем одну из самых значимых и особых дат – День восстановления государственности чеченского народа. Именно этот день стал для всего нашего общества переломным. Он положил конец трагической эпохе выселения чеченского народа. Те трагические годы в нечеловеческих условиях, от холода и голода, один за другим погибали дети, женщины, старики. Выжившие были вынуждены скитаться по чужбине в поисках пищи и крова. Причиной этих совершенно бесчеловечных действий Сталина стало ложное обвинение войнавского народа в способничестве немецким войскам. Хотя никаких прямых и косвенных доказательств этому предоставлено не было. Этот горестный опыт прошлого дает сегодняшней России решимость твердо идти путем укрепления демократических ценностей, защиты законных прав и свобод своих граждан. На таких принципах выстроена Конституция Российской Федерации. Ими руководствовался и автор действующей Конституции Чеченской Республики, первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров. Далгазов Олдойцу. Защищая целостность и суверенитет России, сегодня сыны Отечества, в том числе представители чеченского народа, мужественно сражаются за освобождение Донбасса. В нашем единстве и сплоченности залог победы и торжества справедливости. Я от всей души поздравляю жителей нашей республики с Днем восстановления государственности чеченского народа. Искренне желаю мира, стабильности, благополучия и процветания. С уважением, глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Ахмад, сила Аллаха. Только после 20-го съезда КПСС 1956 года началась массовая реабилитация незаконно осужденных граждан. 9 января 1957 года Президиум Верховного Совета РСФСР издал указ о восстановлении Чечено-Ингушской АССР и упразднении Грузинской области. После этих событий и была восстановлена государственность чеченцев и ингушей. 26 ноября 1948 года был издан специальный указ о том, чтобы взять расписки с чеченцев о том, что они признают вечную ссылку и что они больше никогда не вернутся на свою историческую родину. И этот законодательный акт тоже был. И вот 9 января 1957 года вышел этот долгожданный указ. Дальше рассказывать и что-то пояснять, давать какие-то исторические экскурсы очень сложно, потому что это слезы, потому что это вопли, потому что те люди, которые 13 лет ждали этого великого озарения, этого великого покаяния, которые ждали со слезами на глазах этого великого часа, наконец получили возможность увидеть горизонты родимых сердцу гор. Выселение с родины является одним из тяжелых испытаний от Всевышнего. Муфти республики Салах Хаджи Межиев приводит примеры из жизни пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует, когда он был вынужден покинуть родные края. شيء مخكر وأحقر شيء يورتر وأحقر بوشتلم دخكم دول ديردويز مكر أروح خنا يوم مكة شو حجنا يلغى ويلغش أق وزندل شين سخ 4 نوش سأروح قيان قار كان جش دي أحبو خش أصلاً مخ أشاو از مكة شو أروح المدينة تدعوانا يوم مكة قن شو قش خنا دل خستم شو بش دل دوش أو حستول دوش أو دك يها أقا وقوي وردولشة دال حستولرسان شو عنايز مج حال حيولشول نيرو وحي قلبور صندوقشو وحتي عن دال حستولش. Завершилась встреча чтением дуа под руководством муфтия республики Мухаммад Жамалейла Муса Даудов Аслан Висхаев. Неделя.